минус 4,9, в Приморье около нуля. В Сибири погоду будет определять Атлантический циклон и его атмосферные фронты. В центре и на юге Красноярского края снег пройдет лишь местами, днем минус 4,9. В южных областях Западной Сибири до 7 мороза. Везде сильный снег, порывистый ветер и метели. На Урале около нуля, временами небольшой снег. Большая часть европейской территории России окажется во власти активного южного циклона. Проходя над средней полосой, он засыпет ее мокрым снегом. Много осадков будет и на севере. Лишь юг, крайний запад и восток европейской части России ненастье обойдет стороной. На Кольском полуострове тоже без осадков и до 10 мороза. На остальной территории севера, а также в средней полосе около нуля. На юге местами дожди, днем плюс 2,7. В Санкт-Петербурге и в Москве мокрый снег, ночью минус 1,3, а днем около нуля. До свидания. Добрый вечер, в эфире новости. Следующие 20 минут эфирного времени. Смотрите коротко о главном пятницы 25 ноября. Үтөкеһинен сақалы беріні мен Максим Березин салайны тығам кылгастык бүйінгі сүрін сонлар білсін. Бүйінгі беріге, бірі бүлгі Россия ие күнін белеті. Бейі корреспондент оныға ихирақ етін Аннур Умянцеваны күтті көрсін кепсетті. Үйе жаңы бұлчыда Захар Горохов бұйыл коваққа бұлтын хетті үшчікі қатерді. Аммаға иді хәк кетігінші бес бұстапқа жарбан коркусылардағар ұратытық барды. Россия президентин Дальний Востокка болумучалар берестибителе Камил Исхаков Хаварская коракка Дальний Восток субъекттарын сайлаачыларын кытта көрүстө. Манна Саха Республикатын президенти Вячеслав Штуров эме кыттынылла. Камил Исхаков кас бирди субъект сайлаачтын кытта көрсүһөн чопчу билген бар кыгалар тустарынан бесияктагын этти. Сүрүн болгонтон национальный проекттары олокко килдериге онна бара турар үлени камныгы көрүүгө уруллар. Бірі Россия ие күнін белетір. Бұл беле күннен президент Вячеслав Штуров республика елерге ретиістіңе ардатын тердір. Елерге лоққы өй сана өтінен сатабылларын, өтіе саналарын, семедерін ехін мақталын білдерді, оны кытанық дұробияны ұғын олығы жолу бағарды. Онтан бейгі корреспондентіміз сери оны тыл бетерәні, ұсалдан персональный пенсионера, өспек нәхілеген бұчықта гражданина Анна Румянцеваны кытта көрісті. Оныға ихирақ еті хүрбевесен әйіға сәбеті бұйыл 75 сағын толар.
Анна аға дойду серитин кемигер улаппыт болан кырардағаттан ырыққан олақа хытын билбиде. Оларын санатын төрбәкке үлеттен күйс оғалан сарсыңы күнге әрелләг улаппыта. Кені бейін үстіллаққа кергенін Афанасия көрсен сүрәқтерінен сөбіләйін ғыл болбуттар. Онтан ұла бір бача алаға жетерінен уан оғыны күн сірін көрдөр біттірі. Маны тәңі үс ол оғыны ийтен Анна Прокопьевна білген 19 сен 6 қос сен аяға сәбәді. Кенде үй бас кырымчық болан оғыларын кырардақтарыттан атақтарыттан төбелергер дері бәйті истінен тағынлар әрәбет. Білген да бұ жарғын барақпад. Иллен олары веремәтәк болан білгендеке оңырарын үләлерін оғылар көрттігері тоғыл яқын, түгері оңыр вақын, қаллар яқын бағараған. Анна Прокопьевна оғыларым сайдылақ жан болан улаталарғар кығынан иппетімден кәпсер. Ол тоғыта ағыз оғыта білген үрдік өріқтақ. Оғылар білгенше бар әтәңе қаян өренен, әтәңе өлілерін қамдастырын бейлерін. Бұлынан білген бұл анығы ұрғынағығар тұғынығар еғылар бақ көйлілер қамнастақ бар әтәңе олар дейін білген қайыбын астына бұна. Өйдөһү истин сыхан олық сүйбытыла Румянцевтар әлбәқ ақсаннақ оғылары сеннері сақалды сері тұтан оларын күнілер үті өгістерін салғылар. Сонынарғанан Алина Мансорова, Андрей Лазарев. Үйнер 2-6 сылға Жакускайдағы базовый медицинская колледжтерілі сүйіз сыллақ үбілөйін белетір. Күн бүгін манна расылларға бүтербет бұпысынектер көрсүйі тәрейділер. Үбілөйді ақтарайхыны қайдағы тарға саналарын үлләхінілер ұрыққыны қойыққыны ақтан санаан асылар. Үйерінен үйінен тақсығыт бастығы үйерақ қығылары медицинская колледж түріттен сүйіз сылын көрсе, арасыларға сестринская саланы бүтербет специалистер бұ жорық кеяға кәлін көрістілер. Бұпысынектер тақсанлар манна үйеренмет сылларын тұғынан, онна үлели әбіт преподавательлер келендер кепсәтілер, үлели хиджер преподавательлер кепсилер, ол сылларға қайдақ үлели әбіттерін қансабыттарын. Білген үйеріне сылжар студионлар аға табарыстарын ағардалан концерт көрдірділер. Марина Старосыны кірі оғардағаттан сестері болар бағатын толырон манны үйеріне кейбет. Екітен жойсылы ақымында мед колледж күттірсі кейбетім. Білен үйеріне жауын, төддес курс болдым. Бұл байыл бітірәуін. Үйрақпын, өсі даршы қайыргын, үддетер бағылақпын. Көрсүйі күттілақтары үйнер сылға колледж үбілеуін белетер туғынан әрі қора кәпсеттілер. Студионларға преподавательлерге бейлерін баға саналарын әттілер. Тәрәйін бұланын тұрымна атылар. Сонынларғанан Петр Петров, Игорь Никифоров. Бүгінлерген маға көске құбылуй бұд идәхәй 2-5 атығерген бұстапқа жарбанқа бәр сәргәқтік барды. Манны кәлбет жон тұй қайсы отын продукциядың ұдамын сығынан атығылыған үйерін көтен тарғасты. Быйылгы идеһе браханнега уратылак болла. Ол курдук мин нехилегим, мин олоғым уйгута ден нехилектернен идеһе продукциятыттан аска үйелге күрәк гытылынна. Манна бастыки бөлөкка абага иккиске сулгатчы нехилектере. Ураты дереңиз кохоннак композицияларынан бастатылар. Кинилерге карчынан биремие ананна. Обага теттен, сибине теттен, онага теттен, сулга теттен, блюдо астан киндердибиз. Bu ne bu stokol ha şugoy bir han helek biter sulayı bolar gölbelerinden şugoy bagay kihin bare oğlun rulun bare sabat Muhammed tilehenne o senen kihin tümer diye benim ana baronna uygutun bu yangın kördürür. Bugün ыңырыла қылжытынан тұйға Қайсуатын министері Аял Степанов келін бұл сылға үрді көрдірілік производственной бағынай қайсты оларға мақтал сұруқтары тұттарды. Манитәңе ұлыс бағылығы Александр Артемьев ұбағатеттен продукцияға олықтабыт біреметін Герой Лукин үрүйе Сturot производственный кооперативтары ылдылар. Салгы бағынай қайыстылардан әсері бетерәнлері продуктына борын тұтан өрілері үксәті. Жарбанка түмігінен 690 ағыстығынчаға продукция атыға барды. Инақ сылгы сибейіне әміз сибейхеттерін. Ордық ләгеттен сақан ағанетін Джон Қамағатық атыласты. Сонынларға маттан Александра Хабычарова, Павел Пахомов, Валерий Соловьев. Үйәһә жаңылықтауа кадровой бұлчут үлі тыл бетерәне Захар Горохов республикаға бастың кобақчытынан білдір. Бұлчут бір күнге сама әлбәбіте 112 кобаға туақтан өрбітімден кепсір. Бұйыл намно кобағым хәпте 100 чекаға тейдедір. Жаңы кең әлемен селігер тыңырақтақ көтір, күнді түләқ таптан өскүр тәнер. Манна қалыңтыға тақсығы бұлчутары барыда жонуғар илі тұтурдақ өтті қаралақ түңдер. Захар Захарович байынайдақ бұлчут. Республикаға білдер кобақсы сылғыр тұтынан аңардас туақтан 100 кобаға дұрыр. Кені кәрі дағаттан бұл тур болан, бұлыр аға көлөні жон өреппет бұлыр гынематын тұттар. Ол күрдік бай қарытыяға туақтарын 5 метр арыттағы етедір. Сөрін кеселіңінен, кобағал бұндан соғын туаққа жері оңырын бере қынады, дир.
Ипит тухтарга кобахтар көтүппекке түбәһәлләр. Бу катабылы кыджагас бултабытым тохары самал бага аспыт сылга бир күн хигәр 112 кобага тупутум дир. Мантаңа захара ситеһи бир кестелеңә доробия астырын дир. Мане хабәйтылстан үнер көлөнәгә доробиялан чапдыгыдаларга 99 сылтага түңәһи ден осын ялына гарын үләдә. Күптән уонна тугунан кымынан боробаламыр. Доробия бәбе доробия тупсара күтәр. Уны олар бу тугадана. Еще то еще боссу вот не боробная вот просто. Огна маганники еще эвит атаны ген. Арибук. Лагарга синене кабит огларга бейт му бутунластан бултугунан кепси. Захара чабыгылга бу касыгына кесеренлерин үнер көлөнәсы дадан сахабер геометр байына дак боларга көһәлләр. Манны күтөҗөнү байлык логруннан чеден эделләр. Бүгін методист лектор Константин Спиридонович Черяев атынан Ургутагы музей терелибите Хүрбебе сылыгарналлах этнопедагогикага научный практическая конференция болды. Конференцияга рас улустартан педагогтар үйрәгәре үләһеттәре мухнулар. Сарсырда конференция кыттылактара секцияларга рахсан үләтләр эбеттен кия правительство жетигер опсой муньяк музей туһунан кинеттен сагаланна. Салгы музей ники сайдетигер докладтары актылар конференция сыла соруга ого духовный онны өйсана өттүнән сайдетигер ананар. Ону тахынан музей ролы этеннен род педагогитен мудархага оғол лишнес бұғытнан ұлатарығар үйретілілер. Бүйінгі сағалы сондарманлықтар салгы тылы Леонид Шиплевке берем. Спасибо, Максим. И мы продолжаем. Смотрите краткий обзор вошедших в выпуск событий. Сегодня в выпуске заседание при полпреде из Хакови, первое для преемника Пуликовского. Вечерний тариф в автобусах Якутска, эксперимент, на реализацию которого могут повлиять жители столицы республики. Добрый Дедушка Мороз едет в гости к Чисхану. Ему предстоит взять у хранителя холода зиму. Отныне зима начинается в Якутии. В Хабаровске сегодня прошло заседание Совета при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе. Это первое заседание для Камиля Исхакова, преемника Константина Пуликовского. Сегодня утром для участия в Совете в Хабаровск вылетел президент республики Вячеслав Штыров. Подробности нам по телефону сообщил Роман Кутуков. Полпред поделился впечатлениями о своем первом визите в Магадан, где на днях прошло совещание, посвященное золотодобывающей отрасли с участием Владимира Путина. Не стоит затягивать решением рекомендаций, включенных в протокол совещания. Вопросы необходимо решать на местах не только губернаторам, но и всем заинтересованным сторонам, отметил полномочный представитель. Что же касается знакомства с главами субъектов, то Камилю Исхакову удалось неплохо пообщаться лишь с губернатором Магаданской области Николаем Дудовым. Поэтому сегодня нам необходимо как можно ближе познакомиться для дальнейшего плодотворного сотрудничества. На встрече полпред обозначил темы, требующие первейшего рассмотрения, среди которых главный Камиль Исхаков назвал реализацию национальных проектов. Кроме этого, полномочный представитель рассказал о своем видении некоторых текущих моментов. В частности, обсуждался вопрос о развитии ситуации с питьевой водой в городе Хабаровске и пригородах. По окончании совещания Камиль Исхаков дал первую в новой должности пресс-конференцию. Роман Кутуков, НВКТХ, город Хабаровск. Также сегодня в Хабаровске прошла конференция региональных и межрегиональных общественных объединений Дальневосточного федерального округа по вопросам формирования Общественной палаты России. Всего от Дальневосточного округа было избрано 10 человек. Среди них Валентина Кириллина, председатель Союза женских организаций Республики Саха-Якутия. С 4 ноября по инициативе Республиканского Госкомцен проезд на автобусах с 20 часов повысился до 12 рублей. Причина нарекания пассажиров по поводу отсутствия автобусов в вечернее время. Предполагалось, что после этого наладится транспортное движение вечером и людям не придется простаивать в остановках в ожидании. Это мероприятие – эксперимент. Если до конца декабря ситуация не изменится в лучшую сторону, вечерний тариф отменят. А Госкомцен сейчас проводит широкомасштабное изучение мнений горожан, опросы и анкеты. Рассказывает Дана Бубякина. Уже почти месяц, как пассажирам приходится выкладывать 12 рублей за билет. Однако главная цель, по мнению многих, достигнута так и не была. Большинство автобусов как не ездили вечером, так и не ездят. Очень даже много этот проезд стоит. В общем-то, выжидают, стоят время до 8 часов, а после 8 они едут там 5-10 автобусов, чтобы брать по 12 рублей. Нет, мы не согласны с этим. Непонятно, куда смотрит единая диспетчерская служба. Именно на нее была возложена обязанность жестко контролировать соблюдение вечернего графика. У водителей на этот счет свое мнение. После 8 часов там, в принципе, людей мало, не очень много. Если бы так сделали с утра до вечера, что бензин дорогой, все дорогое, сами знаете. Ну как, он все равно, правда, чувствуется по деньгам-то, по-любому. Но я так чувствую, что, наверное, все равно проезд поднимется. Люди исчезли, не хотят. В данное время отделом аналитики Госкомцен проводится серьезная работа по выяснению мнения населения. Проводится опрос общественного мнения, который осуществляется либо на сайте, официальном сайте Госкомцена,
И также опрос проводится путем анкетирования. Интернет-голосование показало, что большинство людей согласны с 12-рублевой оплатой при условии, что будет четко выдержан график движения. Результат обычного анкетирования с точностью да наоборот. Пришло время понять, что общественное мнение – великая сила. Здесь, на первом этаже здания Кудзоота, стоит ящик для голосования и лежат анкеты. Заполнив такую анкету и опустив ее в ящик, вы, простые пассажиры, можете решить многое. А главное – быть ли вечернему 12-рублевому тарифу. Дана Бубякина, Андрей Лазарев, НВК «Саха-Якутск». Теперь проблемы отопительного сезона, что распространяются не только на период подготовки и запуска необходимого оборудования. Алданские коммунальщики вновь вызывают недовольство жителей. Однако причина беспокойства на этот раз сокрыта не в ГУП ЖКХ. Представители жилищно-коммунального комплекса Золотоносного Алдана считают главной проблемой некачественный уголь, что поставляют в район. Квартальная котельная города Алдана опять работает в авральном режиме. Жители возмущаются, дым из трубы валит, а тепла в квартирах нет. Власти города в негодовании, а коммунальщики оправдываются, виня во всем уголь, вернее его качество. Калорийность угля не соответствует норме. Сейчас вот мы получили заключение от Зейской лаборатории, что калорийность угля вместо 8200 составляет 4600. Уголь идет очень плохого качества. Доказать что-либо в данной ситуации сложно. Эксперты из Нерюнгри, зависимые от Якутугля, государственного поставщика топлива, независимую экспертизу ГУП ЖКХ никогда не признает. Знаете ли, корпоративные интересы. Вот и вынуждены коммунальщики топить смесью снега и угля. Уже 2 недели идет борьба с угольщиками с ГУП ЖКХ республики по качеству угля. Но ни ответов ни с Якутска, ни от нерюнгринцев мы не получили. Впрочем, важен и человеческий фактор. Работать в неприемлемых условиях и за мизерную зарплату люди не хотят. Да и сам факт задержки по зарплате говорит о многом. Однако работают ведь котельные, которые обслуживают и содержат подрядчики. Значит, что-то не так в организации производственного процесса. Но это уже головная боль и работа руководителей коммунальной отрасли. Теперь к событиям республиканского семинара совещания потребительских обществ по проблемам организации общественного питания на селе. В его рамках прошел ряд мероприятий, об одном из которых рассказывает Евгений Прокопьев. Столовая «Амтан» в пригороде города Якутска Кирзаводе закрыта на спецобслуживание. Сегодня сюда приехали участники республиканского семинара совещания по проблемам общественного питания на селе. В программе республиканского семинара мастер-классы специалистов ведущих пищевых предприятий Якутска, лекции приглашенных профессоров, знакомство с работой столовых. Гости семинара, а их около 90 человек из 18 улусов республики, посетят Якутский хлебокомбинат, торгово-экономический колледж, Намское потребобщество. Это очень радостный факт, что вот за долгие годы именно в потребительской кооперации проводится такое большое совещание, потому что общественное питание, как никакая другая отрасль, которая реализуется в потребкооперации, она не оказывает столько услуг одновременно. Столовая Кирзавода – типовое заведение общепита, работающее с советских времен. В этом году здесь кардинальные изменения. По линии Сахамедсервиса приобретены новые печи, сделан ремонт. Республиканский потребительский союз общественного питания существует с 1987 года. Будет принято постановление совместного заседания Совета и правления, которое поставит задачи перед потребительскими обществами. Есть ли будущее у республиканского общепита? Есть, будет, надеемся. Евгений Прокопьев, Светлана Сивцева, Вадим Ганкевич. Специально для программы «Саха-Сера Якутия». И еще новшество. В Якутске открылась новая клиника при ветеринарном факультете Якутской сельскохозяйственной академии. Всего за 3 месяца строителям компании «Универ» удалось увеличить новое здание клиники. Ранее для осмотра животных студенты были вынуждены выезжать в Хатасы. Новое здание позволяет смотреть при необходимости оперировать животных, не выезжая. По словам декана факультета, в скором времени планируется открыть ветеринарную службу при учебном заведении, где лечить домашних животных будут сами студенты. В церемонии открытия участвовали депутаты Госсобрания Илтумен, ректор Московской ветеринарной академии Евгений Воронин и руководитель департамента кадровой политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Виктор Бердышев. И праздники.
В грядущее воскресенье Россия отметит День матери. В связи с этим президент республики Вячеслав Штыров сердечно поздравил с праздником всех матерей Якутии, пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, благополучия и долгих лет жизни. Президент отметил, что истоки этого праздника в глубоком и уважительном отношении к матери-женщине, которая у каждого человека вызывает самые теплые чувства и светлые воспоминания. Более 1000 женщин в республике получили почетное звание матери-героини в Якутии, 8500 многодетных семей. Сегодня общественность республики готовится к 12-му съезду женщин Якутии, что пройдет в марте будущего года. В Российской Федерации и Республике Саха приняты и реализуются планы, направленные на всестороннюю поддержку женщин и матерей. Теперь в гости к сказке. Добрый Дедушка Мороз едет в Якутию за зимой. Завтра он отправится в Аймикон, где получит из рук Чисхана символ холода. Церемония является частью всероссийской акции под девизом «Зима начинается в Якутии», что дает старт новогодним празднествам страны. Меньше недели назад Чисхан вернулся из Великого Устюга со дня рождения своего морозного коллеги. И хоть и считается, что хозяин зимы Дед Мороз, однако зиму он берет у хранителя холода. Эти мероприятия можно считать началом новой традиции, в которой якутская культура занимает не самое малое место. Теперь все новогодние празднества будут брать начало в Якутии и завершаться там же. Хранителем холода всероссийского масштаба теперь считается Чисхан, один из наиболее популярных после Деда Мороза персонажей, прошедшего в Великом Устюге сказочного дня рождения. Этот материал завершает выпуск, однако наши корреспонденты продолжают следить за событиями. Адидас в галерее «Ренессанс», Амосова, 10. Туристическая фирма «Хикари» приглашает на прямой чартерный рейс до Муданзяна со 2 по 7 декабря. Наш адрес: Якутск, улица Кирова, 19/2, офис 1. Телефон 42 83 83. Путевки в кредит. Под любое настроение, под любую погоду, тепло и красиво. С нами вы всегда на высоте. Женские костюмы в торговых центрах «Московский» и «Кристалл». Бесплатная доставка и сборка мебели. Магазин «Березка», улица Красноярова, 1. Дальвнешторгбанк и Хороший тон предлагают недорогие кредиты. Оформление кредита на месте. Хьюго Босс в галерее «Ренессанс», Амосова, 10. И 30 ноября в 21 час 10 минут выйдет в эфир репортаж о рабочей поездке президента Республики Саха-Якутия